Борисович, Да. Сэмбена. Сегодня давайте с вами обсудим такую тему, которая всех, я думаю, волнует. Это вообще, в принципе, монгольский мир, воссоединение его через, к сожалению, такие грустные события. Как вообще ваш взгляд? Что вы думаете обо всем этом? Ну, если говорить о монгольском мире, монгол вертенцигнут где. Я этой темой занимаюсь, можно сказать, всю жизнь. Ну и всю жизнь я одинок. Гансардный. Это гансардха. Потому что этот мир не воспринимается людьми, особенно людьми монгольского мира. Монголы в основном... Сначала определим вот такое понятие. Монгол дабаенкун, андохун баккушуда. Индиш хо монгол, бугдоро хо монгол веха. Бухой монголчут, бугду ныгы булзан. Бухой монголчут. Теперь бие бурят, биши, ины тыры, ины халха, ины узумшик, ины баррага, ины запхан, ины дарьянгы жбайкой. Хо монгол веха. Ныгыш хобарит, тем же хобажбайкой. Бие ансогор, бие ансого санангун, ины иртынция гаршина. Тыры иртынцого вехаеты. Человек должен жить в своем мире, внутри своего мира, а внутри своего мира уже не делится. И поскольку мы находимся в Монголии, да, то мы уже тут не выражаем никаких предпочтений каким-то другим людям. И не говорим ни о своих бедах, ни о чем. Потому что ансугазм бушибди. Если бурят, вот если касается бурят, да, это вы никакие не особенные люди, и тем более не какие-то еще великие. Все люди равны. А в монгольском мире все монголы равны, и все. Вот надо вот так себя позиционировать. Не надо, а так должно быть. Слово «надо» тут неправильно. Вообще так должно быть по природе своей. Но поскольку если говорить географически о монгольском мире, о современном монгольском мире, то это Китай преимущественно. Китай, Монголия, Россия. Азиатская страна, довольно хорошая, монгольский дух остается во внутренней Монголии и во внешней Монголии. Я думаю, во внутренней Монголии, Монголия и Монголда, монгол санам бадул хулт монголы султа сэмбэны санные. Внешней Монголии где-то, скажем, ховяр волховола процентов, ну, может быть, 30-40, вполне возможно. Их инфекция. Все бухы монголы иртынцы, их инфекция в там где. Сильнейшую инфекцию, сильнейший коммунистический вирус повлиял на половину планеты и изуродовал идентичность людей. И под эту инфекцию попали все мы. Коронавирус, по сравнению с этим, коронавирус ничего не значит. Понимаете? Уничтожил множество людей, смел с лица земли. Каким образом еще до сих пор сохранились остатки монгольского мира еще, это очень большой вопрос. Ну а то, что если душот ховенда монголдовенных же монголы сулдовенных хилкавола, тырманы Забайкальская крайда, 1% тем сулдовенных угу, это большой вопрос. Есть ли такое же? Потому что мы уже совершенно выродившиеся люди. Это надо четко понимать современным монголам России. Я не буду говорить, что бурятам, там еще каким-то там другим людям. Я буду говорить монголы России. На современном этапе, так скажем, развития. В любом случае это развитие, плохое или хорошее, это все равно развитие. Да? Это надо твердо понимать. И ничего легкого по преодолению этой проблемы, этого кризиса нет. Это труднейший вопрос. Потому что решение любой проблемы невозможно на уровне того сознания, на котором она была создана. Если машина ГАЗ-69, и вы хотите создать там машину высшего порядка, да, то у вас должно быть сознание, уровень сознания должен быть выше.
А если не будет выше, вы будете ту же самую машину создавать. А если будет ниже, то вообще телега получится, понимаете? Ага. Ну, примерно в техническом отношении я говорю, да? Значит, человек, в сегодняшнем мире смешна любая политика. Ага. В сегодняшнем мире и всегда в мире вопросы развития, вопросы движения человека решало его развитие, его умственное развитие. Сильнейшее умственное развитие должно быть у человека, чтобы он шел вперед. Ага. И непрерывные. Ага. Но сегодня встает вопрос не только развития, но вопрос идентичности. Без идентичности, без существования в своем мире ни один человек на планете уже не может развиваться. Понимаете? Уже не может. Это без идентичности он получается уже никто. Понимаете? На самом деле, по очень большому счету, жизнь человека бессмысленна, на самом деле. Вот любой человек может подумать хорошо и сказать, что она на самом деле бессмысленна. Да? Эволюция создала великого фантазера, который придумывает себе смыслы, чтобы оправдать свою жизнь, чтобы ему было легко жить. Он придумывает себе смыслы. Они религиозные, всякие и другие. Да? Он не просто комок белков, жиров, углеводов и так далее. Да? И с этими смыслами ему легче жить. А когда появляются у человека такие смыслы, то, естественно, появляются вопросы расы, национальности и так далее. И отсюда возникает свой мир. И монголы мира не могут быть никем другими, как монголы мира. Только монголы мира они могут быть. Они не перекрасят. Нюда маширдет, нюда нагон болгот, уго шар болгот, андохом волнув уже, андо юртинцинг волнув уже балуккой. Такого никогда не будет. И значит, он должен стремиться. Только в своем мире человек может развиваться, и ему там он себя чувствует комфортно. Это такое понятие 400 лет отбивали у монголов России. Вся эта отбивала, ну, скажем, колониальная культура, скажем, да. Вот. Культура, она должна существовать без всякого финансирования. Она сама по себе должна существовать. Любая алтаргана должна проходить сама по себе. Ну, естественно, организационные там вопросы и так далее, это понятно, да? Всегда. Но если кончается финансирование и кончается культура, то какая это культура, да? Об этом вообще и речи нету, да? И таким образом любой человек, любой из нас в наше время придет к выводу, что все, что существовало, всякие национальные образования, административные деления и так далее, которые существовали на территории России, да, они все на самом деле фейки. В любом случае это обернется, всегда это вскроется, да, и всегда это обернется деградацией, большой деградацией того населения, которое живет на этой территории. Что и случается постоянно, это видно, понимаете. И появилось огромное количество манкуртов, да. И на данный момент вопрос сохранения монголов России, но, скажем, мы находимся на угрожающем этапе своего существования. Можем вообще исчезнуть. Это очень легко исчезнуть. Вы не думайте, что слово, как же вот эта селедка называется-то, алютеровская селедка мы говорим, да. На самом деле это не селедка, это был народ. Назывались алютеровцы, да? А теперь от этого имени осталась одна селедка, да? И так что человек почаще должен задумываться о таких вещах. И на все вопросы он должен отвечать сам. Не надо дожидаться, что кто-то за тебя ответит. Дело в том, что среди монголов России, за других монголов я не могу сказать, нет субъектного ядра. В любом развитом народе бывает субъектное ядро. Это примерно 1 или 2%. Все предъявления того, что
обычно говорят, люди глупые, там, вот он дураки полные, не понимает, это совершенно неправильно. Понимаете? Народ не обязан быть, весь народ стопроцентно не должен быть развитым, это не его задача. Они должны заниматься развитием своих детей, там, заниматься образованием, ну и так далее, и так далее. А вот именно созданием нации занимается всегда, ну, маленький процент людей. Он всегда был, а ныне его нету. Произошел, за большой период истории произошел такой, скажем, отрицательный отбор. И вот плоды отрицательного отбора, вот они, пожалуйста. Они, надо просто посмотреть на жизнь. Никуда не надо ходить, ничего не надо доказывать. Надо просто посмотреть на жизнь. Ага. И даже то, что я говорю на русском языке, это те же самые плоды. Угу. Ну, так что... Какие пути решения? Что делать нам сейчас? В критической точке находимся. Да, конечно, пути решения есть. Они не бывает, что человек никогда не бывает в безвыходном положении. Вот просто возьмите современное развитие технологий, тот же самый интернет и так далее, и так далее, и так далее. Все эти гаджеты. И то, что за 2000 лет существования человечества, своего развития, человек создал огромное, скажем, хранилище знаний, которые возможно изучать. Надо изучать просто. А монголам мира надо изучать свою историю. Глубоко и сильно. Очень сильно, внимательно. И еще тут встает вопрос о, так сказать, этническом сознании. Те монголы России, которые живут в своих национальных образованиях, они, как правило, бьются в тюрьмах этнического сознания. Они не могут ее пробить, вот эту стену, когда она толстая, сильная стена этнического сознания, они не могут ее пробить, они там мучаются, не могут найти выход. Ну, а вот я без ложной скромности скажу, вот я и многие другие относимся к монголам России, которые родились и выросли вне этнических образований, вне административно-территориальных образований. Мы жили со всеми другими народными массами людей, и у нас совсем другое развитие. Вы внимательно посмотрите на начальников, как бы мы к ним ни относились, да, к руководителям таких образований. Они на данный момент истории, да, вести, ну, способны даже, скажем, быть, скажем, наместниками, да, современных правителей России, да, даже в этом случае способны вот такие люди, выросшие в других условиях. А там вот Бурятия Цыденов, там у нас Борис Халанович, там еще где-то кто-то, вот такие люди способны. И это одна категория людей, да, а там есть другая категория людей. И потому что еще очень важно знать не только этническое сознание, наше развитие всегда шло в рамках, скажем, российской мысли, в формате, в шаблоне российского мышления. Из этих шаблонов мы никогда не выходили. А монгол ухан, должен выйти из этих шаблонов. Тогда у него получится мощное, серьезное развитие. И несмотря на весь тот негатив, о котором я сказал, да, это вполне возможно. Это даже, возможно, опыт наблюдения показывает, что у всех монголов мира есть так называемый, как мы называем, барохан. Барохатезм очень сильный, развит. У бурят там маны Россия, монгол сильно развита. Тыры бароханда, прибавить интеллект, да, и вот в этом случае получается непобедимая личность, да. Над такими вещами, над такими понятиями, да, усердно должна работать та нарождающаяся категория молодежи, которая озабочена развитием монголов мира.
И стремление монголов мира к объединению, вообще к объединению, к единению, оно никогда не исчезнет. Оно всегда существовало и будет существовать. И я бы хотел сказать, конечно, многим покажется, что я наговорил много негатива, да, а на самом деле, если не говорить правду, да, то на самом деле ничего и не получится. И эту правду человек должен очень хорошо понимать, лично для себя. Я сюда приехал по приглашению на международный Олың сын Яруна Рашиде форум болна. Нама ярмак болна. Неделя болха. Чингисханы музейсы болха. Дорте зону тырыр я уже харха. Тегет шуаны күдюдір байқып. Ямыр удыртотынды бахаво. Арбы юны окилны. Арбы юны окилны. Тынды я хорарыкты, хорарыкты. Хэн аудитория согласат. Борядуды, да. Все-таки мы применим это слово русскоязычно, монголоязычно, да, заноши согласат. Шулугунчха, шулуг юмунчха. Можно такой один раз провести за эти дни, если получится у нас, да. Я мог бы там выступить, почитать стихи, понимаешь? Я читаю стихи многим людям. В связи с этим я скажу еще одно такое понятие. Инды бэхэн, ханага йырхэн, дурбутте, дугар волнугда, юны, миграции. Россия буряду де дурбутте миграция волна. Интернет тухы, бухы миграция, бухы на нодлышты тухы, хэн мадыгдны. Хэн изучено хорошо, они ж буряды хорал и хубаем шудан, когда хорёдында. Хорён бухы хашон юко гражданство юко дышни ху монгол гурун гугнуда. Несмотря по худым репрессиям было им обдаташни. Это известная история. Но вот это все было. Тимы юмныши, тимы тухы, хэн сорха хирктеп шугда. Инден сөнүнгө келет, төр улзу куртур. Төр япхы. Бит ата ябды гит. Төр голор харжы. Ямырзың ханы беніп күші. Ирху бөтін ебат. Борити ебат. Шытын обоско ебат. Мың ябыжы харат. Ябыжы хара көйә, ябыжы ұзы көйә, занор хорылды көйә. Ямырген бүшкіпші. Занды ямырген хоркіпші. Ортын шыни таркеді юмышылы көпшігді. Темі юмызды ерқа кіріктепшігді. Ата қаржы көйәқа юм бажаным көйә. Итігіде Тимы штукыныгы сана оттакай хорхы. Чида намдылдыбын блог юкон алым байха. Хриктезан тренды. Рот. Я не буду в манере современных блогеров говорить, подписывайтесь, ставьте лайки. Это не важно. Мне это не важно, совершенно не важно. Мне важно, чтобы вы читали. Внимательно читали, изучали. Я даже отказался от книгоиздательства. Потому что я сам книгоиздатель. Я издаю книги людей. Это мой заработок. И мои книги продаются, 30 с лишним книг продается в интернете. Это мой способ зарабатывать денег. Я ими живу. У меня огромный опыт этого. Но лично я отказался от книгоиздательства. Понимаете? Я работаю на сеть. И мне не важно человек издавать книги. Мне важно, чтобы он прочитал то, что я написал. И я вижу результаты. С каждым годом где-то в общей сложности 1030 туда наплывает. Ну, иногда меньше, иногда больше. Вот так, в этом порядке. Когда-то ни одного человека не было. Когда-то я молодым ходил по Чите, мне казалось, что я совершенно один. Ну и вот таким образом. Развитие мое таково. Я родился вот у самой монгольской границы, деревня Усималка, которая сгорела во время апрельских пожаров 19 года. И там жили, роды мои принимали украинцы, да. Я там с украинскими словами, с русскими словами рос. Нығыш буряд ұғымы түкіқін, да. Hulдың буряд қылымы түк олот. Буряда шолды олап, те Саша ябығы бар, монгол қылы соржы келей.
моңғол халық қылыр. Ныгы баға саға япшы тегет мұны үйімінігі сыдып сол передача вам жағақның тыры юнды тыр мохнар ержубеха сен кылды кылыры надо на языке оккупантов, колонизаторов выражать свои мысли и знать свой язык лучше. Многие народы в мире знают английский лучше самих англичан, да? Понимаете? И мы должны знать этот язык лучше многих других людей. Вот примерно таковы мои мысли. Виктор Борисович, Байрла, еще, надеюсь, у нас будет встреча, переговорим. Спасибо.